Миграция россиян вызывает обеспокоенность у правительства Кыргызстана. Правительство Кыргызской республики полагает, что высокий уровень миграции российских граждан в Кыргызстан может дестабилизировать ситуацию на рынке труда и внутри страны, поскольку граждане РФ не являются беженцами. Приезжие россияне являются не беженцами, а мигрантами, так как они устраиваются на работу. Об этом на заседании Жагорку Кимиша заявил министр труда и социального развития Кудайберген Базарбаев. Как утверждает Базарбаев, по состоянию на 1 октября из 760 тысяч человек, въехавших в Кыргызстан, в стране осталось 30 тысяч. Они приезжают сюда и устраиваются на работу. В связи с этим не являются беженцами, они должны зарегистрироваться в течение 30 дней, заявил он. Также на заседании депутат Жагорку Кимиша Надира Норматова отметила, что в стране стало много призывников из России. В Бишкеке и Аше очень много стало их, нужно контролировать их, безопасность государства под угрозой, заявила она. Руководитель главного управления Канжар Бакаев ответил ей, что органы фиксируют точное число приезжих из России. Есть все данные у них, где зарегистрировали, когда и во сколько выехали, у нас проверяют, принадлежат ли они к каким-то террористическим организациям, сказал он. За месяц государственный долг Кыргызстана снизился на 6,58 миллионов. По итогам августа 2022 года государственный долг Кыргызстана внешний плюс внутренний составил 5 миллиардов 219,62 миллиона 421 миллиард 218,4 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов. В том числе 4 миллиарда 179,8 миллиона 337 миллиардов 305,28 миллиона сомов составляет внешний долг, а 1 миллиард 39,83 миллиона 83 миллиарда 913,13 миллиона сомов внутренний. За месяц уровень госдолга сократился на 6,58 миллиона, при этом внешний долг снизился на 32,33 миллиона, а внутренний на 38,92 миллиона. По итогам августа госдолг составил 59,2%. Больше всего республика должна двусторонних льготных кредитов 2 миллиарда 197,11 миллиона 52,6% внешнего долга. Из них 43,2% занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам 8 месяцев текущего года составляет 1 миллиард 804,37 миллиона, еще 46,2% внешнего долга, 1 миллиард 932,35 миллиона составляют долги Кыргызстана по многосторонним займам.